статус Швейцарии, Женевы, как нейтрального государства после начала СВО был заметно подорван. Очевидным образом становится ясно, что Женева и Швейцария в целом вовлечены в мировые процессы, которые характеризуются какими показателями? Первое – русофобия, во-вторых – антироссийская санкционная политическая и экономическая деятельность, а третье – это, собственно, то, что женевский формат, он перестает восприниматься просто вот и дипломатами, и общественными структурами, и не только в Евразии, ну, допустим, на Ближнем Востоке и в Китае. Китай уже не воспринимает Женеву как нейтральную сторону. Индия не воспринимает Женеву как нейтральную сторону. Россия тем более не воспринимает. Даже Турция не воспринимает Женеву. Если уровни дискуссий зависели от таких политиков, как Меркель, Олланд, еще раньше Миттеран, Жак Ширак, то сейчас политика, ну, она жестко агрессивная. В этих условиях вполне естественно, это закономерный процесс, что нужно искать новое место. Тем более формат дискуссий должен быть обновлен, потому что женевские дискуссии для чего велись? Дискуссии ради дискуссий. Дипломаты подчеркивали, что это коэффициент полезного действия от этого общения нулевой. Но для того, чтобы формат общения с грузинской стороной при посредничестве западных держав был, все-таки он сохранялся. От того, где будет проходить общение, где будут проходить переговоры, абсолютно ничего не зависит. Я в этом убежден. Но от того, какие будут подготовительные мероприятия, от того, какой будет настрой в данном случае грузинской и западной сторон к переговорам, от этого будет многое зависеть. Поэтому я думаю, это второстепенный вопрос, где, в каком государстве, в каком городе, на какой местности они будут приходить, в каком формате. Если будет желание, они могут пройти на грузино-абхазской границе, там, или в Галском районе, или в каком-то там Бачамчире, ничего страшного. Были прецеденты, когда они проходили и на абхазской, и на грузинской стороне и давали результат. А сейчас это тот формат международной дипломатии, который лицемерно устарел уже. Я думаю, и для грузинской стороны, и для абхазской, и для юго-остинской, я думаю, вопрос решен. В Женеву нужны визы, шенген-визы. Сейчас для абхазских, юго-остинских, российских политиков это проблема. Поэтому это естественно. Грузины это тоже понимают. Я думаю, это консенсус очевиден, явный этот консенсус.